Восточная часть селения Икажево. Шум работы техники здесь уже привычен. Напротив второго микрорайона идет строительство школы на 720 мест. Сейчас здесь заняты земляными работами. А это значит, что фронт работ пока небольшой. Строители готовят почву под подушку, на которой и будет стоять здание. Трудится на этом этапе около 30 человек. В основном это водители КАМАЗов и тракторов, которые вскапывают землю и перевозят ее на другую часть территории. В данное время мы делаем котлован под фундаментную плиту школы. Это будет подвальное помещение. Там у нас глубина котлована где-то в среднем 4,5 метра, потом обратная засыпка 1,5 метра из глины и 70 сантиметров железобетонной подушки. Строительство соцобъекта на этом участке просто необходимо. Ввод его в эксплуатацию – еще один шаг к ликвидации двухсменного образования в школах селения. Полностью эту проблему не решить, а вот частично нужно. Здесь новый микрорайон, второй микрорайон. Поэтому во всех местах определенные у нас места, школьникам есть место, куда ходить, поближе построены. Поэтому решили эту школу построить по этой трассе, и чтобы с второго микрорайона и ближайшие с населенного пункта, чтобы сюда приходили. Икажево, Алиюрт, Сурхахи, Магас. География населенных пунктов, куда ходят школьники этой части Икажево, обширна. В этом микрорайоне более 300 домов, и практически во всех живут люди. Земельные участки жители этих улиц получили 15 лет назад. Землю власти раздали, а вот про социальные объекты вспомнили только сейчас. Семья Абуидита Гагиева во второй микрорайон переехала только год назад. Но как накладно отвозить детей в школу, глава семейства уже испытал на себе. Ближайшая, первая, находится на расстоянии 3 километров от его дома. А это значит, пешком дети ходить туда не могут. Их нужно отвозить. Старших это бьет по карману, а младших дорогу утомляет. Скажи, сколько времени уходит, чтобы в гимназию? Туда где-то 30-40 минут. И обратно столько же, да? Да. А если будет рядом, тебе будет легче учиться? Конечно. Да? Хорошо будешь учиться? Да. Строительство школы ведется по нацпроекту образования. Ее начали возводить только месяц назад, но уже есть результаты. Внутри здания все стандартно. Учебные классы, столовые, спортивные актовые залы, лаборатории, компьютерные классы. Вживую все это пока не увидеть, а вот на схеме все видно. Красным цветом это здание школы. Вот это спортивные площадки, все это зеленая зона. Вот эти площадки для отдыха детей. И здесь технические помещения, там, трансформаторные подстанции. Здесь есть очистные сооружения, резервуары, противопожарные резервуары. Получили знания в школе, бегом просвещаться культурно. Буквально в 100 метрах от школы ведется строительство Дома культуры. Сейчас идет к завершению возведения стен, рабочие готовятся заливать пояс здания. Фундамент, ленточный подушка, фундамент, кладка, блоки, 90%. Блок, если нет, кладка, пояс адул, 30%, пояс, каждой позиции. В новом ДК будет библиотека, концертный зал, кружки вокала и танцев. Одним словом, все для досуга сельчан. В Икажево этот культурный дом не первый. Есть еще один в южной части села, но его на всех не хватает. У нас есть в селе районный дом культуры, но когда любой сход провести или что-то там провести, администрация постоянно, районный дом культуры, там у них и кружки, там у них танцевальные группы, и не могли никак время выбрать там. Это надо было заказать время заранее. А так, если будет сельский дом культуры, мы сами можем уже время определять, любое время провести сход села, другие мероприятия. Большая часть работ на объекте впереди. Необходимо уложить крышу, провести отделочные и фасадные работы, а также привести порядок прилегающую территорию. На все это у подрядчика около 3,5 месяцев. К Новому году Дом культуры уже должен открыть свои двери для посетителей. А вот новую школу жителям Икажева придется ждать немного дольше. По плану ее открытия это подарок на Новый год. Вот только не на 21-й, как ДК, а 22-й. Хади Добрива, Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.